Бисмиллахи, альхамдулиллахи, ассалату вассаляму аля расулиллах. Доброе утро, дорогие друзья! В последнее время часто высказывают разные мнения о джиннах. Есть те, кто отрицает их существование, есть такие, кто сомневается, и есть те, кто подтверждает их существование. На самом деле является истиной, и нет сомнения в том, что джинны существуют. На это указывают тексты Корана и учения пророка Мухаммада, мир ему. Коран подтверждает, что джин имеет созданную Аллахом основу. Это пламя. Сказал Аллах Всевышний: «Вахалякаль джанна мим мариджим мин нар». Это означает: «И создал джинна из чистого пламени огня». Джинна назвали джинном из-за того, что он скрыт, спрятан от нашего взора. Мы не видим джиннов в их настоящем облике, а только в том образе, который они принимают. Среди джиннов есть такие, которые проживают в домах, и есть такие, которые живут на крышах домов, так как раньше они жили на поверхности земли, на которой построен этот дом. Из них есть те, кто мешает жителям домов, и такие, которые не мешают. Поэтому некоторые люди перед тем, как вылить горячую воду в умывальник, обращаются к джиннам, прося у них разрешения, хотя для защиты от них лучше было бы произнести «Бисмиллах». Есть группа джиннов, которым Аллах дал способность и силу погружаться на дно морей. Такие джинны извлекали разные вещи из морей для пророка Сулеймана, мир ему. Продолжительность жизни джинна больше, чем у людей. Есть, которые живут 1000 лет, есть 2000 лет, и есть те, которые живут до 5000 лет. Джинны женятся и рождаются. Среди них есть мужской и женский пол. Тела джиннов неосязаемы. Аллах Всевышний дал им возможность изменять свой вид. Они могут принять образ человека, хотя все равно остается отличающий их признак, который мы можем и не увидеть. Среди джиннов есть, кто может принять образ змеи, кошки, собаки, ежа, козы и многих других. Пожилым людям или жителям деревень часто встречаются такие случаи. А также есть джинны-ифриты. Они из самых сильных шайтанов. Аллах дал им удивительную силу. Среди них есть те, кто может переносить тяжелые вещи из одной страны в другую, даже если это большая скала. Отец джиннов Иблис, также он известен под именем Абу Мура. Нет никакого сомнения в том, что он джин, существовавший до пророка Адама, мир ему. Он ни в коем случае не был одним из ангелов, и тем более не был их главой. Но до того, как Иблис отступил от веры, отказавшись выполнить повеление Аллаха Всевышнего, он был верующим и имел имя Азазиль. После неверия он был назван Иблисом, то есть лишенным добра. Прошу у Аллаха для себя и для вас защиты от зла шайтана. Вассаляму алейкум ва рахматуллах.